Могу сказать, до войны я обожал, любил русских. И сам я танцевал как русский танцор во всех странах мира. Назвали русский. Но когда случилось в нашей стране несчастье в моем доме, безусловно, я сейчас не могу сказать, кто такие русские. Это непонятные, по-моему, я в этой нации уже понять не могу. Они несовершенны, во-первых, как нации. Если чеченцы сейчас совершенные, и они в один кулак собираются и борются за свою землю, то я знаю, что русским нужно на земле чеченской, которая является тоже Россией. Понятно. Так все-таки, кто же они такие? Тогда? Ну, зависит, наверное, от того, что руководство у них всегда было плохое, потому нация рассыпается. Понимаете, шовинизм появился, в городе ловят чеченцев, их сажают в милицию, отвозят их. Как это так? Что негры, что ли, я помню, в 1958 году негров отдельно сажали, белых отдельно в вагонах. А сейчас мы стали, как в то время, как в 1958 году в Америке. Сейчас непонятно для меня все это. Я сеял добро для всех. Я танцовщик великой страны. И не разбирался, кто русский, кто татарин, кто еврей, кто армянин. А теперь мне приходится разбираться, как это так. Русский, Россия могла бы напасть на Чечню. Вот такой маленький народ, которого победить невозможно. И желать невозможно. Желать-то не желали, а возможности у них нету. У нас не было танков, у нас не было самолетов. У нас была воля, а не такой, как Грачев, грач, подонок. Я не знаю, почему он родился. Такие люди должны аборты делать, чтобы такие Грачевы не рождались. Понятно. Вот. А другой генерал приехал и прекратил войну. Пожалуйста, тоже русский, пожалуйста, возьмите Лебедь. Ведь это русский. Возьмите Лужков, это русский. Это эталон. Возьмите Черномырдина, это эталон. Я обожаю этого человека. А таких эталонов мало. Вот сейчас в газетах перепалка идет. Воры. Кто воры? Тройка знаменитая, с рыжим во главе. Воры разворовывают не только людей, а землю разворовывают. Махмуд, все-таки вернемся к вам. Вы русский танцор? Я был русский танцовщик до сих пор, а сейчас я чеченский танцор. Но вас же всю нашу жизнь называли Русским. звездой русского. Да. Понятно. И я нес правильно всю свою жизнь свой крест. И радовался, говорил, да, я русский танцовщик. И Но что? сейчас, когда случилось несчастье, что сожгли все мое богатство. Ведь это не мое богатство, это богатство для подрастающего поколения было бы. На все века. Это картина, которой в Эрмитаже не было. Мне даже в Эрмитаже хотели купить мои картины. И в Русском музее здесь, в Москве. Все угробили, ни одного костюма. У меня нет даже сейчас, как тебе сказать, у меня сейчас нет вообще. Чтобы сказать, что я танцевал, у меня нет костюмов, нет у меня ну, все, что было, музей. Музей мы разграбили в Грозном. Дом мой музей разграбили. А кто это сделал? Это же не чеченцы делали. Как это так, не беречь богатство такого русского танцовщика, который все привез сюда для того, чтобы оставили детям. Я же на тот свет бы ничего не забрал бы. Если вы сейчас поедете за границу, опять ведь вас будут называть великим русским танцовщиком. Слава Богу, теперь я не танцую. Ну, великим русским все равно. Да. Русским. Ну, вы знаете, у русских, если как шило в мешке, такие подонки, как Грачев, мало, то у русских миллионы хороших. Тогда видишь вот эти маленькие вперед, чем хорошие, вот тогда уже называешь русский народ. Они даже и не русские, они антихристы. У них русского ничего нет, только паспорт, что они русские. Как это можно, священные, переступать землю маленького чеченского народа, воспетый Пушкиным, Лермонтовым? Неужели истории не могли понять, что никогда Чечня не была покорена никем и не будет? Договориться с нами можно, покорить невозможно. Спасибо. Пожалуйста. Махмудик, спасибо. Я прошу прощения, что заставил поволноваться. Сейчас не Ничего. вовремя это.
Ничего. Ну, что же делать? Вот. Когда тебе что-то нужно, я это делаю немедленно.